безопасности нет. Жители одного из домов Якутска насторожились из-за трещины. Вместо нескольких нефтебаз одно предприятие. Алмаздортранс готовится стать дочерней структурой Алроса. Курс на республиканский уровень. В Алекминске стартовал молодежный экофорум. В эфире новости, в студии Павел Танин. Здравствуйте. Сегодня Айсен Николаев встретился с журналистами. Он рассказал об итогах рабочего совещания по вопросам национальной безопасности на территории Дальнего Востока. Напомним, что Николаев находился в рабочей командировке в городе Петропавловск-Камчатский. Там прошло выездное заседание под председательством секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. На встрече обсудили вопросы подготовки к Восточному экономическому форуму и экологическую безопасность. Руководитель региона внес предложение по поднятию затонувших судов с акватории рек Якутии. На сегодняшний день 290 судов лежит в реке Лени, из них 250 являются бесхозными. Обсудили также строительство моста через Лену и судоверфи в Жатае. Я на следующей неделе встречаюсь с министром транспорта Российской Федерации Дитрихом, там, где также будем проговаривать вопросы решения задач по строительству мостового перехода через реку Лена, ну и также других вопросов по транспортной инфраструктуре нашей республики, которых на самом деле очень много. Безусловно, эта судоверфь нам нужна. Нам надо понимать, что порт Якутск, к которому приписано у нас и Ленское объединенное речное пароходство, сегодня уже дает информацию, что значительная часть наших судов уже не отвечает тем новым требованиям, которые уже вводятся в Российской Федерации. Сегодня как раз период с 20 по 25 год должны будут очень серьезно модернизироваться, обновляться. Многие должны вообще быть построены по-новому. Как раз проект был Советом безопасности в свое время поддержан. И еще раз хочу сказать, что вот секретарь Совета безопасности Российской Федерации особо отметил именно, что реализация данного проекта в ближайшие годы необходима для обеспечения транспортной безопасности вообще по целому по Дальнему Востоку. Якутии необходимо сохранить политику субсидирования авиаперелетов внутри республики. Об этом заявил премьер Якутии Владимир Солодов во время рабочего совещания. В условиях Крайнего Севера, где круглогодичное сообщение с большинством северных и арктических районов республики обеспечивается только воздушным транспортом, авиация всегда будет социально значимой отраслью. Уже более 15 лет Якутия субсидирует внутрирегиональные перелеты. Это дает возможность жителям республики летать, оплачивая треть реальной стоимости авиабилетов. Эта практика должна сохраниться, подчеркнул Солодов. В Якутии площадь лесных пожаров за сутки увеличилась на 2000 гектаров. Об этом сообщает Департамент по лесным отношениям. По утренним данным, в регионе тушат 16 очагов. Общая площадь, пройденная огнем, составляет больше 13 тысяч гектаров. В тушении задействовано 500 человек. В Якутске накануне обнаружили тело известного спасателя Тимура Алимова, утонувшего на диком пляже в районе Петуховки. Мужчина утонул 30 июня. На месте происшествия работала водолазная станция службы спасения и инспектора ГИМС. Июльская жара вынуждает горожан и гостей столицы купаться в водоемах столицы и его пригородов, но зачастую это становится опасным видом времяпровождения. На рейд со спасателями выехала наша съемочная группа. Репортаж Дмитрия Тымырова. Первый пункт рейда – 202-й микрорайон. Здесь находится единственный официальный пляж в Якутске. Тысячи горожан каждый день спасаются от жары. Вход бесплатный. Обязательное условие – не проносить алкогольные напитки и стеклянную тару. Однако нетрезвых нарушителей хватает. Ну, выходные часто, считаю, через каждого человека. А в будние дни не так уж и сильно. Сотрудники ГИМС и комиссия по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы с детьми, которые пришли на пляж без родителей. На ваших родителей будет составлено постановление по делу административного правонарушения. Почему ваши родители допускают на водный объект зону повышенной опасности без присмотра взрослых? Малыши тут же покинули территорию городского пляжа, а комиссия поехала дальше. Следующий пункт – несанкционированный пляж в районе Петуховки. В прошлом году власти города здесь официально запретили купание. Они здесь выставили запрещающие знаки, а также вырыли ямы на дорогах. Но и это на сегодня не останавливает горожан. Знаки игнорируют, алкоголь распивают. Чем опасна Петуховка? Вот посмотрите, здесь сильное течение, казалось бы, коса. Люди ходят вброд, потом доходят до определенного места, и там обрыв.
глубину может быть 7 метров. Человека быстрое течение подхватывает течением и начинает уносить. Проверки несанкционированных пляжей будут проходить каждую неделю. Сегодня лишь профилактические беседы. Помогут ли? В прошлом году в районе Петуховки утонули 12 человек. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. 2 человека пострадали в результате ДТП на 13-м километре Вилюйского тракта. Столкновение автомобилей Toyota Prado и грузовика произошло сегодня. Водитель Toyota ехал вместе с матерью и девушкой из Вилюйска. Груженный щебнем грузовик следовал из Якутска. Водитель ехал с большой скоростью и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Prado, рассказали очевидцы. По их словам, в результате аварии пострадали пассажиры Toyota Prado, женщина и девушка. Водитель грузовика получил легкие ушибы. Жители дома по адресу 4/1 по улице Петра Алексеева в Якутске могут спать спокойно. Образовавшаяся трещина в доме не относится к фундаменту здания. Это лишь часть декорации, которую в ближайшее время управляющая компания должна убрать и привести в порядок. Но несмотря на это, Стройжилнадзор Республики настоял на открытии перекрытия фундамента дома, чтобы низ здания проветривался и просушивался. Это здание у нас 68-го года постройки, да? Изначально было ограждение. Но потом, когда у нас поднимались проблемы по сохранности, да, вечно мерзлых грунтов, так, и тогда было рекомендовано всем по всем многоквартирным домам убрать вот эти ограждения, чтобы обеспечить проветриваемость. Но, как мы видим, на сегодня все проветриваемые подполья, они открытые. Где-то у нас профлистами закрыто, где-то решетками, да, но самое главное требование обеспечения проветриваемости, оно выполняется. К сожалению, поэтому дому нет. С 1 июля в Ленске вместо 2 автобаз единое автотранспортное предприятие. Объединение – очередной этап оптимизации производства перед выходом производственного управления «Алмаздортранс» в дочернюю структуру акционерной компании «Алроса». Об изменениях в работе транспортного звена расскажут коллеги. На территории автобазы номер 1 теперь едва хватает места. Весь подвижной состав 2 автотранспортных предприятий в Ленске теперь располагается здесь. В Алмаздортрансе завершился очередной этап оптимизации. Он предполагал создание в Ленске единого транспортного предприятия. Объединили 2 автобазы на территории ЛТП-1. Сюда перешла часть коллектива второй базы. На стоянках нашли место для 103 рейсовых и 55 почасовых автомобилей. Площади мы задействовали еще, бывшая у нас база МТС была. Там поставили у нас 3-я автоколонна размещается. Ну, в принципе, как таковая площадь, нам, конечно, ее достаточно. Единственное, правильно расставить ее, определить под каждое транспортное средство стоянку. Структура нового предприятия мало поменялась. Добавилась еще одна автоколонна транзитного транспорта. Увеличилось количество транспортных средств в автоколонне почасового. Для управления парком спецтехники – это автокраны, которые перешли в АТП из речного порта и УМТС, создан отдел главного механика. Из второй базы в единое АТП перешло 90% коллектива. В последних числах июня сотрудники массово переезжали на новое место работы, знакомились с новыми обязанностями. Как работали, так и работаем. Просто есть какие-то нюансы работы положительные. В первой автобазе были какие-то положительные моменты во второй автобазе. Я думаю, что опыт этих наших 2 автобаз мы совместим вместе. И самые положительные параметры работы выведем в одно и будем работать еще лучше. Территорию второй автобазы законсервировали вместе с частью транспорта. Он не востребован в летний период и переведен в резерв. Вводить его обратно в работу или нет, и какой будет новая структура транспортного предприятия, когда Алмаздортранс станет дочкой Алроса, эти вопросы обсуждают уже сейчас. На днях в Ленске работала комиссия во главе с заместителем генерального директора компании Алексеем Филипповским. Специалисты оценивали готовность управления к новому статусу. Работы предстоит много. У нас действительно задачи основные 2 на сегодня. Одну мы уже реализовали, это объединение 2 автобаз. Вторая задача – это централизация, которая с сегодняшнего дня у нас поехала. Полет нормальный. И 3-я задача – это выход в точку. Но все они нас объединяют только в одном, что мы становимся сильным транспортным подразделением, самостоятельным. Чтобы переход в дочернее предприятие с января 2019 года не стал внезапным, в управлении уже сейчас стараются внедрить новые методы работы, которые помогут Алмаздортрансу в свободном плавании. Олеся Васева, Сергей Счастный, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край».
В Тампонском районе завозят топливо для нужд оленеводческого села Тополиное. Это уголь и сырая нефть. Работы на берегу реки Алдан не стихают день и ночь. Уголь сейчас отгружают с барж, водным фрахтом его доставляют в Хандагу, а потом по зимней дороге его направят в населенные пункты района. А в село Тополиное отправят нефть. Именно на ней работает местная котельная. Согласно графика завоза топливно-энергетических ресурсов, тампонский филиал запланировано водным фрахтом завести 31 тысячу тонн угля, из которых на сегодня мы уже получили 6030 тонн. Разгрузка продолжается, завоз продолжается. Жидкое топливо для нужд Тополиного запланировано в объеме 2500 кубометров. Тоже сегодня поступили. Производим прием. В Алекминске начался юбилейный 5-й молодежный экотуристический форум. За 5 лет на нем побывало много гостей. Есть и идея сделать форум республиканским. Об уникальности и интересности этого проекта расскажет Елена Фаст. Вот так, на позитиве встретили участники молодежного экофорума открытия 5-го сезона. Небольшой юбилей, который, тем не менее, подвел итоги 5 сезонов со значительным опытом. Ведь каждый год организаторы старались внести в программу больше интересного. Мой взгляд, молодежный экотуристический форум Алек-Матур является своеобразной, уникальной площадкой, как сейчас популярно говорить, одним из лучших практик для молодежного объединения. И опыт Алек-Матура, на мой взгляд, можно транслировать для распространения и на другие регионы нашей республики. Цель мероприятия выходит далеко за рамки просто общения и встреч. Задачи стоят более широкие. Не только проектная деятельность и обмен идеями, но и воплощение их в жизнь. В этом году именно практике будет уделено значительное внимание. Чтобы участники показали свое, получили знания, да, в такой короткие 3 дня. Мы хотим, чтобы они получили и в то же время показали, что-то сделали, да, и показали это не только внутри, в рамках форума, а выехали выездные мероприятия, да, например, детские лагеря в город, да, вот ближние на слега, чтобы добровольцы, это у нас помощь, да, оказание помощи, и поэтому акция так и называется. Красочные альбомы о достопримечательностях Алекминского края, кстати, тоже одно из детищ форума. В 2017 году идея зародилась именно непосредственно на противоположном берегу от Эниби, когда шло затопление нашей базы Эниби. Вот, несмотря на это, участники разработали, защитили и получили грант. И вот через год мы в руках уже держим вот этот вот продукт. Каким будет 5-й сезон? Наверняка результативным, ну а пока участники, несмотря на ливень, изрядно подмочивший поляну и лес, и злобных комаров, осваивают лагерь, знакомятся и, возможно, уже задумывают проекты. Елена Фаст, Алекминск. У меня к этому часу все новости. Хорошего вам дня и оставайтесь с нами.